То есть зачем нам нужна эта школа? Потому что то наследие пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которое нам оставил, оно приходит нам по двум путям, по двум школам. Иншаллах, мы это поймем. Тот Коран, который мы читаем с вами, и 90% мусульман читает во всем мире, оно именно по этой школе. То есть Коран нам передали эта школа. Хотя по логике вроде бы должны быть вот эта школа. Они же как бы архив данных, да? Это считается как архив, как аптека, а это считается как врачевание, да? А это фармацевты здесь, а это уже врачи, которые назначают отсюда, да? Вот это, иншаллах, мы с вами сейчас Мадрасатур Рай начинаем. Чтобы понять Мадрасатур Рай, я вынужден это все стереть. Нет, полностью чтение. Чтение Хафсан Асим. Они все вот этой школы. И Асим, и Хафс. Вот которые мы в каком виде читаем. Написать можно одно, но читать можно по-разному. А кто хорошо читал? Ибн Мас'уд, по-моему, да, самый хороший? И они все хорошо читали. Но считается Ибн Мас'уд. А Зайд ибн Сабит, которому молодой парень, который сидел на последнем чтении, когда пророк саллаллаху алейхи вассалям сдавал экзамен Джибрилю алейхиссалям, 2 раза на последних этих сидениях был Зайд ибн Сабит. И когда Абу Бакр, радийаллаху анху, передал Зайду ибн Сабиту ответственность, чтобы он собрал Коран в одну книгу, при пророке, саллаллаху алейхи вассалям, не было этого. Почему? Потому что в любой момент собрали книгу, в любой момент что надо было? Или где-то стереть, или где-то изменить, или где-то добавить. При пророке, пока пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был жив, в одну книгу не собирали. Понятно, да? И они были в разброс. Ну, там, здесь аяты, там. Они все. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то, что было ниспослано, это одно из чудес. Из чудес Корана, то, что Коран не спосылался в течение 23 лет, а потом был упорядочен только за последние сидения или за последний месяц. Вот представьте, за 23 года вот в разброс все раскидай свою жизнь, а потом по порядку все это расставь. И это еще, если кираат сейчас взять, 14 кираатов на 2 видах, на 28 разных чтениях. И каждое чтение не должно смыкаться вот так с друг с другом. Понятно, да? Потом Ибн Мас'уд, радийаллаху анху, когда передали Зайду ибн Сабиту ответственность за собрание Корана, он сказал: если бы мне сказали перенести одну гору в другое, для меня это было бы легче, чем собрать Коран. Он, получается, ангела видел, да? Он не видел, они могли или слышать Джибриль алейхиссалям, или же как читает пророк саллаллаху алейхи вассалям, но такого прямого контакта не было. Потому что Хадиджа, радийаллаху анха, когда видела, что пророк саллаллаху алейхи вассалям или общается, и Джибриль говорит, передает салям, она говорит, передай ему салям. То есть они в одной комнате, не напрямую они салям друг другу давали, а через пророка саллаллаху алейхи вассалям. Как хадис, где проверял знания? Знания, это было, да, когда джаакум юаллимукум динукум, когда вам пришел, они там видели. Как в белой одежде был Джибриль, мужчина, который обучал. И мы, говорит, удивляемся, он же сам и спрашивает, и сам же это. В основном они не видели Джибриля, но были моменты, когда они видели Джибриля, например, как в этом хадисе. Но это было редко, не всегда. И Зайд ибн Сабит, когда ему было передано, Абу Бакр доверил ему. Из-за чего? Потому что, во-первых,
курашитский надо было чтение. То, что он сидел на последнем сидении основное. И Ибн Масуд, радиаллаху анху, обиделся. Он сказал: вы передали еще мальчишке. Я читал Коран, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, я читал ему Коран, а этот парнишка еще был клеткой внутри своих родителей. Был водичкой внутри своих родителей. И в другом, это когда во времена, еще один раз, в другом риваяте, а этот еще мальчик, он играл с детьми. Я читал пророку салям Коран в то время, когда этот мальчик, говорит, играл вместе с детьми. И Ибн Масуд, он написал свой Коран. У него есть свой, полностью был Коран, но который был потом уже исчез его Коран. Но его в Караате, его чтение тоже есть. Но в Караатах мы читаем через Ибн Масуда. В иджаза, когда джазария берем, иджаза, например, Хафс Анасим, от Ибн Масуда. Сейчас, иншаллах, вот это мы с вами и начнем разбирать. А эти Кораны, они отличались? Нет, они внешне не отличаются. Они внешне не отличаются, они только в образе чтений. Как они читаются. Это все виды чтений. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обучал некоторых сахабов так, некоторых сахабов так. Потому что для облегчения для некоторых народов. Типа и диалектов. Одно из облегчений это было диалектов, а с другой стороны еще и аджаз, что человек, чтобы понимал, что Коран это не спосылается в разных видах чтения, что один человек это не может это сделать. Один человек не может сделать. Там хадис же, да, это Коран не спасался всеми, наверное. Да, называем Коран. Ибн Масуд. Ибн Масуд. Ибн Масуд. Умер 32-й год по хиджре. Умер в Медине. Почему в Медине, не в Куфе? Последние моменты его жизни, последний год его жизни, Усман ибн Аффан, радиаллаху анху, когда был халифом, он отзывает его из Куфы в Медину, и он потом умирает в Медине. Ибн Масуд, Абдулла ибн Масуд. Абдулла ибн Масуд, радиаллаху анху, был из самых, вот мы как бы должны его знать так очень хорошо, чтобы понимать, почему, на кого мы опираемся. Абдулла ибн Масуд, радиаллаху анху, был одним из приближенных к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, даже поэтому, если кто-то приезжал первый или новый в исламе и видел, как Абдулла ибн Масуд заходит к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, думал, что он его член семьи, из членов его семьи. То есть он легко, свободно заходил к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Второе. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, его брал с собой туда, куда некоторых других вообще не брал. Один из этих примеров, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, была встреча с джиннами, он кого взял? Взял Абдулла ибн Масуд. И начертил ему черту и сказал, чтобы не выходить отсюда. И Абдулла ибн Масуд только слышал топот вот этих коней, этих, как ему приходили джинны, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, встречался с ними, и они приняли ислам. Там был Абдулла ибн Масуд. Следующий момент, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что если кто-то хочет читать Коран, как он был ниспослан, пусть читает так, как читает это Ибн Масуд. Ибн Масуд считается одним из мнений, то, что он шестой в исламе. Шестой человек, который принял ислам. Но если это не обращать внимания, то он в первой двадцатке. То есть первые двадцатки тех, которые приняли ислам, то есть практически из первых же дней, которые были с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому Абу Муса аль-Аш'ари говорит, один из сахабов, что
Ибн Масуд так был близок к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, близким его человеком, что он всегда был с ним в тех местах, где мы не были, и ему разрешалось там, где остальным запрещалось. Поэтому некоторые моменты Ибн Масуд, каких-то, если даже в моментах, в вопросах с Аишей, радийаллаху анха, например, были какие-то споры, Ибн Масуд знал некоторые секреты и говорил, я сейчас просто Ялям аль-Муаккин, по-моему, это есть, это там уточни, он говорит, что именно пророк саллаллаху алейхи ва саллям это делал только из-за этого секрета, который только знал он сам. Внешне другие не могли понять, почему пророк саллаллаху алейхи ва саллям делает именно так. Понятно, да? То есть, поэтому, зная некоторые секреты, Ибн Масуд отвечал совсем по-другому. И Масрук, один его учеников, табиинов, говорит, что я когда видел сахабов, говорит, я видел, что они как источники, как ручейки, как родники. Но этот родник мог одного, мог десятки людей напоить. И были родники, которых хватило бы сотням. А Ибн Масуд, если, говорит, даже собрались бы все население земли, то этот родник бы достаточно было всем им, и это был бы Ибн Масуд. Ибн Масуд также является одним из 4, которые защищали пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в уходе. То есть остались всего лишь рядом с пророком 4 сахаба, которые уже своей спиной все хотели, рвались убить пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, потому что уже была основная цель. И Ибн Масуд был одним из тех 4, которые в уходе защищали пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И ему принадлежат такие слова: «Валлахи, говорит, клянусь Аллахом, аллади ла иляха гайру, помимо которого нет другого божества. Любая сура в Коране, которая была ниспослана, я знаю, по какому поводу она была ниспослана, и любой аят в Коране, который был бы ниспослан, я знаю, где она была ниспослана, по какой причине она ниспослана и по какому поводу она была ниспослана. И если я узнаю, что кто-то знает больше меня, докуда достигает верблюд, то есть верблюд, понятно, что то есть не до Луны, а докуда доходит верблюд, да? То есть любое расстояние, докуда смог бы дойти верблюд, то я бы поехал к нему. То есть Ибн Масуд, радийаллаху анху, знал в аятах, любой аят, который был в Коране, знал, где он был ниспослан, в каком месте, по какой причине, из-за кого, из-за чего и как это все происходило. Один из еще моментов, что когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, попросил кого, чтобы ему прочитал Коран, кто это был? Это был Ибн Масуд. И он сказал: я буду разве тебе читать Коран, когда это тебе не спосылается, о пророк Аллаха? И говорит: я хочу, чтобы это прочитали мне. И это был Ибн Масуд, радийаллаху. И его кираат от него, от Ибн Масуда, но кираат я не буду вас грузить, там это очень сложная наука, в которой я еще сам не разбираюсь. Это отдельно, которую надо очень глубоко изучать для этого. У меня только иджаза по 2 кираатам, а их 20, поэтому пока из 20 баллов у меня только 2. Вот. И от него Хафс ан Асим, который у нас везде в Коране, в России, вообще в СССР или там, в арабских мирах, в основном этих, Индия, Пакистан, весь ханафитский мир, Индия, Пакистан, Турция, это Хафс ан Асим. А Хафс ан Асим это вся школа Ибн Масуда. От него все передается. 90%, который Хафс ан Асим идет в Коране, который если в Медине, вы в мечеть пророка зайдете, там найдете только что такой Коран. Других там очень редко. Есть в Африке. Почему в Африке другой Коран? Ну, по-другому читают.
Потому что они, маликийский масхаб, они что? Другая школа. Там кират Хамза, кират Варш, кират Калун. Ну, они очень редкие, но они все равно мутаваты. Это не означает, что они там придумали что-то. Просто так получилось, что Хафс ан Асим, который читаем мы, оно популярно практически во всем исламском мире. И только во все конкурсы, все эти проходят вот только по ним. Один раз между Ибн Масудом и Абу Муса аль-Аш'ари, одним из тоже ученых сахабов, произошел спор. Ибн Масуд ему доказал, что он не прав. И Абу Муса аль-Аш'ари сказал: больше не спрашивайте, пока этот ученый среди нас. Все, то есть меня не спрашивайте, пока этот ученый среди нас. Ибн Масуд, если был ответ Омар ибн Хаттаба, для Ибн Масуда был авторитет Омар ибн Хаттаб. Омар ибн Хаттаб. Конечно, было бы с него начать, но фикх, к которому мы привыкли, опирается на Ибн Масуд. Который тут наш масхаб, ханафийский масхаб, всегда будет опираться в основном на Ибн Масуд. А для Ибн Масуд был авторитет. Если Омар ибн Хаттаб отвечал и у него был ответ, то Ибн Масуд практически он не выходил с его ответа. А мы знаем, что Омар ибн Хаттаб даже был прав в тех моментах, где ошибался или, так скажем, выражаясь неправильно, или вот Аллах Субхану ва Тааля мнение кого выбирал? Омар ибн Хаттаба, а не мнение кого? Пророка или Абу Бакра. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: если бы после меня был бы пророк, то это был бы кто? Омар ибн Хаттаб. Где Аллах Субхану ва Тааля выбирает мнение Омара ибн Хаттаба, а не пророка или Абу Бакра? По отношению Бадра, да? Насчет пленников Бадра. Раз. Второй момент, где выбирает мнение Омар. А? Нет. Когда вопрос с женами, да. И когда вопрос хиджаба, Омар, радиаллаху анху, долго просил, чтобы пророк Аллах попросил Аллаха, чтобы был ниспослан аят хиджаб. И был ниспослан. Потом Абу Бакр, радиаллаху анху, когда не хотел собрать Коран, Омар ибн Хаттаб его переубедил собирать Коран. Пока, говорит, уже Аллах не раскрыл мое сердце, то но были и моменты, когда Абу Бакр тоже его, да? Абу Бакр где победил его? Омар. В вопросах закята. Когда Омар сказал: разве ты будешь воевать с теми мусульманами, которые не хотят давать закят, которые говорят ля иляха илlallah? Абу Бакр, радиаллаху анху, что сказал? Что они не будут говорят, различать между намазами и закят. Там, где Аллах Субхану ва Тааля их объединил. И Омар ибн Хаттаб успокоил Абу Бакр, радиаллаху анху, что сказал? Ударил ему так в грудь: успокойся. Он не мог, на эмоциях не мог поверить, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям умер. Он не верил в это и сказал: если вы мне скажете, что умер пророк саллаллаху алейхи ва саллям, я любому отрублю голову, говорит. И тогда уже Абу Бакр его ударил по груди, и все, очнулся. У каждого сахаба были, в основном в вопросах фиха, Омар ибн Хаттаб, да, то есть четко отвечал на те вопросы, и Аллах Субхану ва Тааля принимал его позицию. Но вообще для Ибн Масуда авторитет был Омар ибн Хаттаб. Омар ибн Хаттаб, ибн Масуда, когда он еще молодым был, в 16 лет на собрании звал, да? Нет, это Ибн Аббас. Это Ибн Аббас, не путайте. Ибн Масуд это уже поколение старших сахабов, а это поколение младших сахабов. Почему при всем этом он не был выбран тем, кто собирает Коран?
Зайд ибн Сабит находился на последнем, один был самых чтецов, иншаллах, мы если этот вопрос, если затрагивается, мы сразу что должны сделать? Разделить, вот так, Ибн Масуд, и здесь Зайд ибн Сабит поставить, и объяснить те причины, почему его не взяли, а взяли это. Основной Зайд ибн Сабит сидел на последнем чтении при смерти, то есть после этого пророк саллаллаху алейхи умирает, перед смертью пророк саллаллаху алейхи. И тот вариант чтения, который был самый последний, по какому порядку, он присутствовал Зайд ибн Сабит. И вторая причина, то, что он был уже еще молодой, энергичный, это не просто надо было бегать, собирать у всех какие свитки, это все надо было у всех сахабов собрать и полностью соответствовало последнему чтению, которое читал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Но для нас пока имеет важность Ибн Масуд как факih, как фикх. Как мы уже перечислили вот его достоинства, да? То, что по фикху Ибн Масуд, радиаллаху анху, практически с первых дней ислама, он находился рядом с пророком, саллаллаху алейхи салям, находился там, где другим сахабам было запрещено, находился там в свободном доступе к пророку, саллаллаху алейхи салям. Ибн Масуд, его сам пророк, саллаллаху алейхи салям, похвалил и сказал, что кто хочет читать Коран, как он был ниспослан, то пусть читает это, как читает Ибн Масуд. Это полное было, что передано, все это богатство или все наследие было передано ему. Вот это самые основные для нас его, так скажем, достоинства. Ну, так, у нас время есть? Есть. Сейчас мы Ибн Масуда, то есть он, так скажем, корень Куфы. Куфа, корень Куфы, 17-й год хиджри, который основал Омар ибн Хаттаб во главе с Ибн Масудом. Ибн Масуд основал школу. Все, это его как бы, его база. Да? Одним из его учеников, одним из самых главных учеников, это Аль-Кама. Аль-Кама. На следующий урок, когда я буду спрашивать, кто такой Криштиану Рональдо, вы скажете, мы не знаем, кто это такой. Но если я вас спрашиваю, кто такой Аль-Кама, вы скажете, он такой, 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 такой. Иншаллах. Аль-Кама ибн Кайс. Ибн Кайс ан-Нахи. Ан-Нахи. Аль-Кама ибн Кайс ан-Нахи. Это один из великих ученых, которые сахабы сами спрашивали. Аль-Кама ибн Кайс. Кайс Нахи. Это Нахи, это великая, большая очень семья. Нахи. Аль-Кама ибн Кайс Нахи. А медленнее, пожалуйста, не записывай. Ага, все. Аль-Кама. Ну как река Кама, только Аль. Аль-Кама. Аль-Кама ибн Кайс. Кайс Нахи. Он без табиинов, но жил при пророке, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть это тот же самый сахаба, просто не получилось у него. Есть некоторые табиины, которые старше, чем Ибн Масуд, которые старше, чем Усман ибн Аффан. Сейчас, иншаллах, мы их возьмем. Которые старше, чем Али, радиаллаху анху. Хотя Али с первых дней с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, но эти табиины, которые вот это в школе, они старше, чем Али, радиаллаху анху. Некоторые, один из Зур ибн Хубайш, например, если взять, он всего лишь на 12 лет младше, чем пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Если пророку было 40, ему было 28 лет. Но он просто не получилось его увидеть. Но он жил 122 года. Поэтому он пережил всех этих даже молодых сахабов. Аишу, радиаллаху анха. Зур ибн Хубайш. И тот кираат, который мы Коран держим, это одно из его, так скажем,
достоинство или привилегия, или его наследие, то, что мы читаем этот Коран. Мы до него дойдем сейчас. Нам пока нужен Алькама ибн Кайс. Алькама ибн Кайс, он застал время пророка, саллаллаху алейхи саллям, но не видел его. Да. Он помогал Али ибн Талибу, помогал. Когда Али, радиаллаху анху, у него были гражданская война с Муавией, Алькама был рядом с Али. Поэтому Алькама как получает знания от Али, от Ибн Масуда сначала, а так, когда Али жил в Куфе, Алькама получает знания от Али, радиаллаху анху, и был знатным табиинов, которые сахабы очень много спрашивали. Он видел, то есть приводит хадис от Умара ибн Хаттаба, от Али, от Ибн Масуда, ну и от многих сахабов, от Усмана, радиаллаху ан, от Аиши, радиаллаху ан. От Абу Бакра, радиаллаху ан. То есть практически, кроме пророка, саллаллаху алейхи саллям, то есть только не смог увидеть пророк, саллаллаху алейхи саллям, по причине, что они были в Йемене. Нахи, это йеменская семья, они были в Йемене и не смогли. Понятно, да? Он постоянно даже с Абу Бакром и Умаром не отставал. Умирает он, Алькама, умирает в 62 году по хиджре. В 62 году по хиджре. Очень красиво читал Коран. Его ученики Ибрахим Нахаи, и Мухаммад ибн Сирин. Ну, один из самых, который мы должны знать. Их-то учеников много, мы запомнить не сможем. Но вот эти, к которым я постоянно буду приходить, повторяться волнами. Мухаммад ибн Сирин. Это сонник ибн Сирина, слышали все? Все. Вот это как раз это он. Просто он в Басре находился. Город Басре. А этот Ибрахим Нахи в Куфе. Ибрахим Нахи, его ученик Хаммад. Ученик Хаммад ибн Сулейман. Учитель Абу Ханифы. Ибрахим Нахаи. Связь уловили, да? То есть Ибн Масуд. Это одна линия. Сейчас по другой линии еще туда придем. Ибн Масуд, радиаллаху анху, который мы уже знаем, что рядом с пророком саллаллаху алейхи ва саллям находился с первых дней ислама. Алькама, его ученик. Но Алькама также является учеником Абу Бакра, Омара, Али и множества других сахабов. Участвовал в Сиффине, то есть в битве с Али, радиаллаху, на стороне Али, и встречался с обеими сторонами. И многие сахабы его как ученого воспринимали, многие спрашивали, задавали вопросы. Его ученик Ибрахим Нахи из этой же семьи. Проплемянник получается, проплемянник. Ибрахим Нахи. Но Ибрахим Нахи, у него ученик Хаммад, учитель Абу Ханифы. Не сложно? Или сложновато чуть-чуть? Хаммад ибн Сулейман. Вот. Первая цепочка пошла. Один. Ибн Масуд, Алькама. Алькама
У него Ибрахим Нахаи. Ибрахим ан-Нахаи. Его, так, это вторая степень. Так, Ибрахим Нахаи, третья ступенька, это Хаммад ибн Сулейман. Сулейман. Хаммад ибн Сулейман. Вот эту цепочку мы должны знать, как знаем, что после Горбачева был Борис Ельцин. Хаммад ибн Сулейман. А Хаммад ибн Сулейман, его ученик Абу Ханифа. Абу Ханифа из-за уважения своему учителю называет своего сына тоже Хаммад. Нет, нет, нет. Мухаммад Шайбани это ученики уже, а его родной сын. Он сына назвал в честь своего учителя. Вот Абу Ханифа. Вот Абу Ханифа. Его учитель Хаммад ибн Сулейман. Хаммад. У Хаммада Ибрахим Нахаи. Ибрахим Нахаи является еще одним из любимых учеников Аиши, ради Аллаху анха. Любимых учеников Аиши, жены пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. У Ибрахим Нахаи ученик Аль-Камы. Но он не видел Ибн Масуда. Он не видел. Он видит Аль-Каму. А Аль-Кама Ибн Масуда. Сколько поколений получается? Раз, два, три, четыре. До пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, получается 5. По этой линии. Но у Абу Ханифе есть короткая линия, да? Он видел Анас ибн Малика, один из самых таких известных. Анас ибн Малика, сахабу. В хаджи Абу Ханифе было 6 лет. 5 с чем-то. То есть у Абу Ханифе есть прямая линия. Анас ибн Малик это слуга пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Анас ибн Малик, когда умирал, он просит, чтобы на него джаназа почитал Мухаммад ибн Сирин. Мухаммад ибн Сирин, толкователь снов, о котором мы говорим, да? Один из великих ученых ислама, был в тюрьме из-за долгов. Из-за долгов. Его выводят из тюрьмы. Он читает джаназа намаз Анас ибн Малику, слуге пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и обратно заходит в тюрьму, даже не увиделся с женой. Потому что говорит, пока у меня долги не перекрыты, я не имею права делать те вещи, которые делает свободный человек. Он даже, другой бы из нас воспользовался моментом. Давай, приходи на джаназа намаз, я там буду, увидимся. Понятно, да? Мухаммад ибн Сирин. А у Мухаммад ибн Сирин, его мать София. София. Слуга Абу Бакра. Служанка Абу Бакра. Все как связано, да? Служанка Абу Бакра. Его отец Сирин. Сирин. Слуга Зайд ибн Сабита, по-моему, я сейчас не ошибаюсь. Зайд ибн Сабита, или это Хасан аль-Басри, да? Его мать, когда выдавали замуж за Сирина, принимали участие 3 жены пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Одевали, готовили и делали дуа за мать Софию, у которого родился сын Мухаммад ибн Сирин. И этот и Мухаммад ибн Сирин, Анас ибн Малик, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда делал дуа, у тебя будет говорить что? 4 вещи. Дуа, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, попросил Анас ибн Малику 4 вещи. Много детей, у него было больше 10 детей. Много риска, у него были огромные сады. Аталь Аллах, много долгого жития, он больше 100 лет прожил. И 4, чтобы Аллах ему простил. И Анас ибн Малик говорил, что в 3, то, что просил за меня пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, долгой жизни, много детей и богатства я получил, я жду 4. То есть прощение Аллаха, да? Мухаммад ибн Сирин, он в Басре.
умер через 100 дней после Хасан аль-Басри. Не запутались, нет? Или сложновато? Запутались? Да. Может расписать как-нибудь? Как ветку, так. Да. Но на видео есть, на видео в Ютубе. Иншаллах, это все можете потом посмотреть еще раз. А? Главное, чтобы звук был на этот раз, да. Еще раз повторяюсь. Это наука, это такая, что мы должны ценить вот эти наши знания, если мы доверяем ханафитскому масхабу или шафийскому масхабу, ханбалитскому масхабу, да? Мы должны вот это все понимать, как они в одной куче жили как одна семья. А не то, что как тот глава. Ну, вопрос того главы, что собрать в одну кучу нельзя, что ли? Вот это мы и собираемся делать. То, что они были практически чуть ли не за одним столом. А те разногласия, которые были, это всего лишь легкие разногласия, которые не стоят драки после таравих намаза. Понятно, да? Что это одна семья, одна школа. То есть разные понимания проблемы жизни, но это все как одна семья. Еще раз возвращаюсь. Иншаллах, пока не буду, к остальных я имена не буду запутывать. Потому что тоже сложно. Ильмур риджаль, вот это все называется знание, наука о людях. Наука о людях, которым мы или не обращаем внимания, или не до этого, или больше ролики разные смотрим ненужные. В уроках истории вот это надо преподавать. Да, или то, что... Нет никаких историй написано. Они на русском нет. Они вот это... Описывать надо вживую. Из уста в уст. Когда книги читаешь, они вот не передают ту связь. И вот, например, вот здесь, как Абу Бакр как бы зашел, например, они не смогут тебе вот изюминки или вкус дать. То, что, как они с друг другом связаны. Поэтому на уроках... Потом уже, когда книги читаешь, уже все. Если ты знаешь имена, закрепить, уже да. Взял, быстренько повторил, все понял. Да? Или там ролик можно какой-нибудь в YouTube посмотреть, ты уже все, вы уже прекрасно знаете это. Поэтому уже когда книга по истории, например, фильм смотришь, когда книгу до этого читал, уже фильм хорошо смотрится. Или Омар ибн Хаттаб, если уже, например, до этого знаешь, уже знаешь, как все это начиналось. Пророк, саллаллаху алейхи салям, оставил одного из сахабов нам, Ибн Мас'уд. Ибн Мас'уд, не знающий человек, думал, что он из семьи пророка, саллаллаху алейхи, потому что он заходил к пророку, саллаллаху алейхи, практически без разрешения. И заходил, ему разрешалось там, где другим не разрешалось. И он находился в то время, когда другим запрещалось находиться в это время. Пророк, саллаллаху алейхи, похвалил его очень многими достоинствами. Одно из самых великих, то что кто хочет читать Коран, как был ниспослан, пусть читает, как читает Ибн Мас'уд. Ибн Мас'уд в Куфе, когда Омар ибн Хаттаб его отправляет в 17 году по хиджре, когда основал город Куфу, отправляет его основным учителем и от себя отрывает. И Омар ибн Хаттаб говорит: «Лякад асартукум би ибн Мас'уд». Я, не жалея себя, отрываю от себя и как бы отрывая от себя, передаю вам Ибн Мас'уда. Он не хотел, но ситуация вынуждала, чтобы Куфа была, он хотел, чтобы была центром науки, центром изучения арабского языка и ислама, отправляет туда Ибн Мас'уда. Потому что после смерти пророка, саллаллаху алейхи, Ибн Мас'уд сначала уехал в Шам, в Сирию. Он оттуда вызывает и отправляет в Куфу. Ибн Мас'уд основывает школу мнений Мадраса Тур-Раи в Куфе, основывает свою школу, и у него очень было много учеников. Иншаллах, мы этих учеников хотя бы 5-6 нам надо понять. 5-6 понять, чтобы мы в жизни понимали, как ханафитский масхаб, который образовался в Куфе, как опирался на кого и как это все происходило. Такое же сделаем мы потом, как все это усядется, такое же сделаем мы и шафиитским, с маликитским сначала, маликитский сначала идет, потом уже шафиитский. Хотя шафиитский более распространенный, но маликитский, он является основой. Имам Шафии ученик Малика.
Он пришел еще маленьким учеником. И имам Малик его ругал, и ругал других, когда что-то игрались. И поругал, даже имам Шафию досталось. Когда это... Он не любил имам Малик, когда играется или пишут, или играет в телефоне на его уроке. Если у одного ручка упала, и надо было точить ручку, и он начал точить, и чуть ли у него не прогнал из этого, из школы. Да, из-за того, что он только точил, говорит, не надо точить. То есть. Имам Шафи все это запоминал. Имам Шафи ему книгу Муатта сдал за несколько дней, который, он говорит, я писал эту книгу 40 лет, а он сдал ему и наизусть сдал за несколько дней. Выучил. И имам Шафи была память такая, что он закрывал одну страницу и другую смотрел, он уже запоминал. Потом это закрывал, вот это смотрел, он запоминал. Практически фотографическая память. Имам Шафи. И он только перелистывал, и вот так он запоминал. Потом, когда имам Малик умер, я уже забегаю чуть-чуть вперед, его обвинили, то, что какой-то молодой парнишка какой-то там свой халякат образовал. И слухи дошли до халифа, и халиф вызывает на смертную казнь за то, что он хочет сделать революцию. Имам Шафи вызывают в Багдад. Который спроектировал кто? Абу Ханифа. Город Багдад, первый, его не было. Это был построен по проекту Абу Ханифы. Абу Ханифы на то время нет, потому что Абу Ханиф умирает в 150 году хиджры. В это время рождается имам Шафи. В этот же год. Имам Шафи, когда приходит, в это время уже был Мухаммад ибн Хасан Шайбани, ученик кого? Абу Ханифы. Он был казым. По его приказу должны были казнить имама Шафии. А по приказу халифа, но он должен был подтвердить. Мухаммад Хасан Шайбани вызывает на разговор, видит в нем знание, отменяет смертную казнь, женится на его матери, и имам Шафии становится приемным сыном Мухаммад Хасан Шайбани, ученика Абу Ханифы. Специально так делал, что ли? А? Специально так делал. Почему нет? Просто познакомились, и это совсем не специально. Потому что Мухаммад Хасан Шайбани был молодым. Он Абу Ханифе пришел 14 лет. И по 18 лет находился у кого? 4 года только обучался у Абу Ханифы. С 14 до 18 лет. Хотя считается учеником Абу Ханифы. И 4 года же у имама Малика учился. 4 года имам Малик учился. И тоже имам Малик потом умер. А почему он считается 4 года еще более взрослую жизнь у имама Малика учился, а более младший считал, у Абу Ханифы учился. Поэтому он 4 года же ученик Абу Ханифы, 4 года же ученик имама Малика. И книга Муатта, которая сохранена имам Малика, благодаря кому? Мухаммад Хасан Шайбани. Есть еще другой риваят африканского ученого, но самое распространенное это ученика Абу Ханифы, который сохранил книгу имам Малика. Нормально? Еще не поплыли? Но этот Мухаммад Хасан Шайбани считается почему ханафитским ученым, а почему не маликитским? Потому что база взял, наверное. А? База сначала. Да, база была, то есть усуль была ханафитская. И он себя считал больше, позиционировал себя как учеником Абу Ханифы, а не как. Хотя взял хадисы имам Малик. Это забегая вперед. Вот это мы, иншаллах, вот эту цепочку будем несколько раз перекручивать, пока полностью эти все масхабы, все ученые у нас не будут сплетены как в одной сильный такой клубок. Да? Для сегодняшнего урока, иншаллах, нам достаточно, нам пока достаточно, да, понять, что Мадраса Тур-Рай, эту школу, которую основал Ибн Масуд, радиаллаху анху, который умер в 32 году по хиджре.
является одним из первых, которые приняли ислам и находились до последнего момента с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. И в уходе, когда уже осталось только 4 человека, из них Ибн Мас'уд спиной защищал и рядом свою спину подставлял Ибн Мас'уд, радиаллаху анху, и всегда был, не расставался с ним вплоть до его смерти, был Ибн Мас'уд. Потому что есть некоторые сахабы, как мы говорили, 1-2 раза увидели и все. И уехали себе обратно на родину, да, или себе там в пустыню. А это они постоянно находился с ним. И является одним из великих, знающих, как Умар ибн аль-Хаттаб, или Абу Бакр, или Усман, или другие самые близкие пророку, саллаллаху алейхи вассалям, сахабы, является в числе, если или 6, или 20, первые 20, которые приняли ислам, основали эту школу. И один из его учеников, Алькама ибн Кайс ан-Нахаи, который тоже являлся со времен сахабов, то есть это не какой-то маленький, а уже был взрослый на момент принятия ислама. Ему около 30 лет, наверное, уже, когда он принял, влился в эту область науки ислама и взял от Умара, от Ибн Мас'уда, Али, Абу Бакр, радиаллаху, рядом с ними находился. Только у него один, так скажем, от сахабов отличал то, что он не смог встретиться с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и все. А в остальных везде он участвовал. С Абу Бакром Умар ибн аль-Хаттаб 2 года участвовал в их поездках. Всегда находился с ними. И Алькама, его ученик Ибрахим Нахаи, один из великих ученых, который в основном считается учеником Аиши, радиаллаху анха. Так же, как и Альками, так и в основном. Кто лучше, Аиша или Алькама? Конечно, Аиша. Что за вопрос, да? Аиша, радиаллаху анха. Поэтому, конечно, рядом с Алькамой, когда идет наша мать Аиша, радиаллаху анха, конечно, сразу будет кому приписываться, чей ученик? Аиша. Один из самых таких тоже любимых учеников Аиши, Ибрахим Нахаи, который является учителем учителя Абу Ханифы. Понятно? Учитель Хаммад. После Ибрахима Нахаи остался Хаммад в Куфе. Все, в уши Хаммада уже никого не было, а после него уже Абу Ханиф. Вот это пока та цепочка на первый раз, а потом уже, иншаллах, мы других сейчас от Ибн Мас'уда также должны изучить других учеников, которые обратно уже придут к Ибрахиму Нахаи и другим, и придет это к Абу Ханифе. Почему вот в этой цепочке 5 получается, да, степеней? Почему только на уровне Абу Ханифы появилась необходимость формирования масхаба? Иншаллах, до этого дойдем. До Абу Ханифа дойдем. Куфа только ради ученых был город создан? Да, да. Только в основном центр, который обосновал Умар ибн аль-Хаттаб, чтобы заселил туда только в основном чисто арабоязычных людей, ученых. И была цель построить там вот именно знать как Медина, так и Куфа. Почему не в Медине рядом там? Почему именно другой город? Вот это я не знаю. Да. Умар ибн аль-Хаттаб обосновал именно Куфу. Может, это ближе к Басре было? Валлаху алям. Я стараюсь вам найти на следующий урок. Более туда. Валлаху алям. Но место хорошее, наверное. Багдад с какой целью? Багдад с какой целью Абу Ханифа? Багдад с какой целью? Это уже политическая цель. Когда в 132 году Амияды, у Амиядов был Дамаск. При жизни пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Абу Бакр, Умар, Усман и Али, радиаллаху анху, была Медина. Да? Город Медина, центр, правильно? То есть здесь жил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Абу Бакр, Умар, Усман. И когда во времена Али, радиаллаху анху, в Дамаске 20 лет правил Муавия ибн Аби Суфьян. Губернатор.
Ну, почти 20 лет как губернатор. Вали. 20 лет был губернатором Муавия. Как только Дамаск взяли мусульмане, во времена Умара ибн Хаттаба, Умар ибн Хаттаб ставит секретаря пророка, саллаллаху алейхи Муавию, он был секретарь, который писал вахи от пророка, саллаллаху алейхи, сын Абу Суфьяна. Его поставил губернатором, и даже его двоюродный брат Усман не убрал его из-за того, что Омар выбрал его. И когда убили в Медине убили Усмана ибн Аффана, Усман был двоюродным братом Муавии ибн Аби Суфьян. И Муавия, как двоюродный брат, начал мстить за своего брата. И он хотел найти в Египте тех убийц, которые скрылись в Египте. Пошел на что? Как на чеченский кровь за кровь. Кровная месть. За кровную месть. Али ради Аллаху анху ставил позиции не частной позиции, которой добивался Муавия. Он сказал, давай восстановим сначала выберем халифа, а потом уже назначим казнь на цивилизованном уровне. Будет халиф, будет суд и уже будет наказание. И вот здесь между Муавией и Али ради Аллаху анху в течение нескольких лет происходит сражение между особенностями, про которое пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тоже говорил уже заранее. А даже двум друзьям Зубайру сказал, вы говорите сейчас друзья, но будете скоро придет друг другу врагами. Как мы можем два друга таких ходить? Зубайру. Да. И он сказал, что вы будете с врагами друг другу. И после того, как Али ради Аллаху анху был убит, через 6 месяцев Муавия становится кто? Я вам говорил на прошлом уроке, помните? Амир аль-Му'минин. Муавия, который в Дамаске 20 лет был губернатором в цивилизованном Дамаске. То есть Дамаск — это оставшаяся Римская империя. Да? То есть это цивилизованная Римская империя. Муавия выбирает уже столицу Дамаск. Все, Медина переходит что? Управление в Дамаск. Это с одной стороны, потому что он уже 20 лет там находился губернатором, ему вся уже система уже знакома, это раз. А с другой стороны, Дамаском управлять как на юг, как на запад надо. И уже мусульмане там чуть ли до Афганистана не дошли. Дамаском управлять надо в эти стороны. А здесь уже Азербайджан, уже здесь Дербент рядом. Да? То есть Дамаск для управления. Локация удобная, да? Да, удобная локация, управление, уже все, центр. В 132 году через, сколько прошло-то у нас? 41, 42, через 80 лет, правление амиядов, вот это семьи Муавии, амиядов, приходят аббаситы. И они разрушают то, что построил Муавия. Не то, что разрушают, а не берут уже после того, что приходит аббасидский халифат, они уже не признают Дамаск, они начинают новые строить, аббаситы начинают новый город, называется Багдад. Это не тот Багдад, который сейчас. Этот Багдад сожгли полностью татаро-монголы. Да. И он был, говорят, построен в таком, по-моему, в интернете где-то есть. Был построен по такому проекту, очень удобному проекту. Был как окруженный и как крепость, и очень такой интересный проект. Посмотрите в интернете фотографии. На этом месте, вот этого Багдада. Нет, чуть-чуть в другом месте. Абу Ханифа, да? И это все спроектировал Абу Ханифа, и его хотели там уже потом аббаситы, потому что Абу Ханифа поддерживал аббаситов в начале правления. Почему? Потому что амияды на то время уже были обольщены богатством,
много несправедливости было. Аббаситы, с одной стороны, первые аббаситы, они были искренними. Второе, то, что они ахль-байт. Они с семьи пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Аббаситы, Аббас это дядя пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть Абу Суфьян далеко, суфьяновское поколение, наследие. А ахль-байт, аббаситы, они являются... И еще к тому же и Зайдуль Абидин тоже с ними поддерживает, тоже ахль-байт. Друг Абу Ханифы, основатель тоже зейдийского, в Омане зейдийского масхаба, тоже современник, его друг. И вместе с ними они поддерживают аббаситов. И потом уже аббаситы, помогая, он делает проект. И аббаситы построили Багдад на долгое время. Что? Харун Рашид, вот эти все сказки Шахризады и все такое. «Тысяча и одна ночь». Да? Но почему эти появились? Когда аббаситы уже потом, через некоторое время, очень много шиитов туда зашли как в качестве визирей, министров. И тоже началось вот эти все 1001 ночь и больше. Но пока нам это уже, так скажем, политическая или историческая часть, да? Я пока не хочу вам эти моменты давать. Нам пока нужен фих, чтобы мы правильно понимали, как все происходило. Ибн Масуд, Аль-Кама, Ибрахим Нахи, Хаммад и Абу Ханифа. И также по другим линиям опять сюда придем. По другим линиям обратно сюда придем. И вот эти же люди, когда будем Ахлюль-Хадис изучать, опять же мы будем приходить к этим людям. Но главное сейчас вот эту цепочку надо знать наизусть. И мне, и вам. Я тоже буду стараться с вами.